Кононов, Олег Жуковский, телеканал Юрган. В Коми выявлены случаи неоднократной перепродажи сельхозобъектов в целях получения государственной поддержки, а также случаи намеренного завышения стоимости приобретаемого имущества. Об этом на предсессионных заседаниях в парламенте Коми заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Коми Алексей Будкин. Мы встретились с Алексеем Васильевичем и записали интервью. Алексей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с цифр. Сколько фермерских хозяйств сегодня работает в Коми и какова тенденция, их количество увеличивается, уменьшается или стабильно? Их количество увеличивается, это тенденция длительного периода. За последние 3 года их количество увеличилось на четверть. Сегодня в республике 553 на конец года зарегистрированных крестьянско-фермерских хозяйств. Такая же тенденция наблюдается и в России. Этот сектор малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве наиболее динамично развивающийся, как в количестве, так и в объемах производства. Как вы прокомментируете, от чего механизмом господдержки кто-то пользуется и с целью личного обогащения? На завтрашней сессии Государственного совета правительство внесло предложение изменить закон о государственной поддержке в сельском хозяйстве Республики Коми. Эти изменения как раз и направлены на то, чтобы исключить такие случаи не совсем обоснованного получения объема господдержки на отдельные направления. Это касается крестьянско-фермерских хозяйств. И предложения, которые завтра будет рассматривать Госсовет, они направлены как раз на эффективное использование средств государственной поддержки. Могу сказать, что это касается строительства, реконструкции или приобретения недвижимости, то есть картофель-овощехранилищ, скотопомещений, животноводческих комплексов. Будет введен механизм обязательного подтверждения использования объектов, на которые потрачены средства республиканского бюджета, по их целевому использованию. Это предполагается сделать в течение 5 последующих лет. Мы полагаем, что таким образом мы исключим желание определенного круга лиц получать государственную поддержку для других целей. Основная цель – именно сельскохозяйственное производство. Наверняка много было вопросов, связанных с тем, как изменится аграрная политика государства после вступления в ВТО. Что ждет фермеров? Будут ли какие-то кардинальные изменения? Наверное, это ждет не только фермеров, а и всех остальных сельскохозяйственных субъектов. Это и организации, и потребкооперация, крупные, так и мелкие. Она касается общей политики государства, которая заключается в снижении направлений господдержки, которые напрямую влияют на себестоимость производства сельскохозяйственной продукции и перенос этой тяжести в направлении развития инфраструктуры. Об этом было сказано и на съезде крестьянско-фермерских хозяйств, который состоялся на прошлой неделе в Москве. Наша делегация Республики Коми там присутствовала. Есть такое понятие «зеленая корзина» и «желтая». Меры поддержки из желтой корзины должны перекочевать в зеленую. Уже с 2013 года Министерством сельского хозяйства Российской Федерации предложена первая такая поддержка. Она и распространяется на фермеров в том числе. Вместо прямого субсидирования приобретения минеральных удобрений и льготного ценообразования на топливо, горюче-смазочные материалы, введена поддержка на 1 гектар посевных площадей. Вот скажите, вот на съезде было где-то более 600 делегатов со всей России. Неужели у всех проблемы одинаковые? Проблемы разные. Но перечень этих проблем в регионах приблизительно одинаков. Просто в каких-то регионах, например, зерносеющих, на первое место стоит проблема земли. Наш регион, где основа фермерского движения – это молочное животноводство, на первое место ставит проблему, например, сегодня повышение взносов в Пенсионный фонд России, когда на каждого работника, который работает в крестьянско-фермерском хозяйстве, почти в 2 раза выросли взносы, и существует угроза закрытия таких
небольших по размеру крестьянско-фермерских хозяйств. А наша республика как раз и характерна, что там есть эти небольшие То есть проблем с хозяйства. землей у нас нет, я так понимаю. Проблема с землей есть, но она не такая актуальная, как Как в на других юге регионах. России. Да. Спасибо. Спасибо вам большое за интересную беседу. Напомним, в гостях у нас был первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Коми Алексей Будкин.